Видеокамеры с высоким качеством изображения, функциями распознавания лиц, датчиками контроля парковки автомобилей. Все это в Центре информационно-коммуникационных технологий Республики Башкортостан показали главе региона Радю Хабирову во время очередной рабочей поездки по Уфе. Центр информационно-коммуникационных технологий в Уфе появился в 2010 году. Здесь хранится информация о жизни Башкортостана, и защищена она самыми современными способами. Добрый день, Александр. В общем, Центр информационно-коммуникационных технологий, наш основной дата-центр республики, Александр. Заработал 89-го года здание, в свое время было реконструировано, заработал в 2016 году. Работает он у нас круглосуточно, 24 часа в сутки, 365 дней в неделю. Поэтому я предлагаю вначале показать, так сказать, силовую часть, энергетику, потому что очень мы зависимы от электричества. Предварительно, значит, у нас в здании 2 независимых ввода. На случай отключения одного переключается на другой. Плюс я как раз сейчас покажу систему энергобезопасности, скажем так. Это источники бесперебойного питания. Ну вот, знаете, у бытовых компьютеров у нас маленькая такая штучка стоит. Это вот такая же штучка, она вот здесь. У нас с точки зрения именно энергобезопасности, ну, вообще считается одно из лучших решений. Здесь, соответственно, у нас стоят аккумуляторы, с той стороны система управления. Соответственно, в случае это коммутационное оборудование. То есть выключается электричество на обоих каналах, переключается сюда. При полной загрузке ЦОДа это способно поддерживать работоспособность 20-30 минут. Сейчас ЦОД не полностью загружен, поэтому вот просто на этом мы можем работать где-то около часа. Час заканчивается, сейчас я вам покажу дальше. Соответственно, вот эта вот система управления, все достаточно новое. Если в течение времени не появляется ничего, это у нас стоит дизель-генератор, очень мощный, тоже позволяет полностью обеспечить ЦОД, все потребности при максимальной загрузке. То есть изначально рассчитывали уже с прицелом на будущее. Вот здесь у нас это расположена система пожаротушения. Вот 4 бака. Здесь газ, аналог углекислого. Соответственно, в случае возникновения пожара он подается как раз наверх в серверную. Ну, задача, в общем-то, вытеснить кислород как можно быстрее. Для людей достаточно безопасно, то есть человек там... И плюс у нас еще стоит система, в случае, если открывается дверь в серверную, подача прекращается. Ну, то есть, чтобы люди были у нас в безопасности. Здесь еще интересно то, что в свое время это строилось фактически на федеральные деньги. У нас, если помните, проект Центра прототипирования есть на проспекте Октября 2 на сельхозинституте. В свое время здесь очень креативно подошли и строили это как серверную для Центра прототипирования на федеральные деньги. И сейчас мы уже идем в серверную. Здесь постоянно 24 часа в сутки работают сотрудники, смотрят за работоспособностью как всей сети, скажем так, так и информационных систем. Проходите. У нас 4 машинных зала, используется в настоящий момент только 2. То есть есть еще перспективы, перспективы, куда загружать. У нас сейчас 2 таких машзала. Собственно говоря, ну вот здесь вкратце видно, что у нас здесь расположено. То есть это и 112, и ДДС-03, безопасный город. РМИАЦ — это медицинская система, Башфин и ТАПБОР — это все Минфин. Соответственно, СМЭТ — это наш с вами электронный документооборот, это все вот находится непосредственно здесь. Все оборудование, вот это система безопасности, VIPNet, так называемые криптомаршрутизаторы, которые как раз нам обеспечивают защищенные каналы. То есть такой стоит у нас, аналог стоит в том органе, который мы подключаем. Соответственно, они между собой общаются, у нас полностью закрытый канал. Это и с точки зрения персональных данных, и различных требований. Вообще по оснащенности и по самой инфраструктуре наш ЦОД где-то в десятке в России. Здесь вот обратите внимание, система в чем? Подается воздух, соответственно, здесь стоят вентиляторы у нас, здесь будет похолоднее.
немного. То есть, соответственно, воздух подается сюда, вентиляторами прокачивается, соответственно, вообще все это оборудование очень много тепла выделяет. В принципе, небольшой дом им можно отапливать. В соседнем зале в прошлом году, в том числе, мы устанавливали то, что докупали по линии Минздрава, то, что как раз докупали для создания сети вот этого интеллектуального видеонаблюдения. Мы с вами сегодня находимся вот здесь, в ЦОДе как раз. Это так называемый уфимский сегмент сети. Здесь у нас единый интернет-узел. Сюда подключены все республиканские органы исполнительной власти. Все то, что находится в сети, это абсолютно закрытый контур. Плюс у нас есть республиканский сегмент. Здесь у нас муниципалитеты, больницы и так далее, так далее. То есть все органы, которые у нас находятся вне пределов Уфы. И здесь же очень хорошо видно, что даже с сетью интернет мы общаемся через специальное оборудование. То есть все наши сотрудники, которые у нас на местах сидят, то есть это хакеры, вирусы и так далее, все это здесь отсекается. И человек вот у нас сидит, собственно говоря, главный там, в уголке, который мониторит онлайн, 24 часа в сутки происходит всю эту работоспособность. Ну и теперь, наверное, перейдем к вычислительной сети. По вашему поручению, Радик Фаридович, в прошлом году вы нам дали. Мы, считай, с работой справились. Давайте покажем. Значит, 1029 камер мы установили. Это речь у нас идет про Инорс и Ленина. Информацию из камер мы храним 30 дней. Это пожелание коллег из силовых ведомств. Система может обнаруживать и распознавать лица. Можем фиксировать парковку на газонах, детектор скопления людей, детектор расставленных предметов, тепловая карта территории и, соответственно, детектор огня и дыма. Вот на той камере слева наверху у нас сейчас пройдут, так сказать, два наших шпиона. Откройте на весь экран. То есть вот здесь камера работает просто в системе обнаружения лиц. То есть мы можем, условно говоря, настроить любую камеру, и она будет фиксировать абсолютно все лица, которые проходят через этот участок. А вот он с красным пакетом, подозрительное лицо идет у нас. И вот видите, он его распознал, ну, выдал. То есть мы предварительно загрузили его фотографию в базу, и, соответственно, система посмотрела, и вот второй шпион идет. Сейчас посмотрим. Вот, видите, да? То есть, в принципе, у нас все камеры не требуют установки именно распознавания лиц. Мы здесь можем подходить, скажем так, гибко. То есть там, где надо, на те камеры мы это настраиваем, устанавливаем. Значит, мы просто выделяем газон на камере, просто прямоугольником, обозначаем размер объектов, ну, то есть машина, ну, чтобы не реагировала там на людей, собак, голубей и так далее. Вот. Вот здесь эта территория обозначена, соответственно, машина заезжает в этот прямоугольник, находится там определенное время, там задаем 5 или 10 минут, чтобы это не просто там посадка-высадка пассажиров была. И, соответственно, через 5 минут диспетчеру приходит сигнал, что вот там-то машина стоит уже там дольше 5 минут. А диспетчер, соответственно, у нас в Центре общественной безопасности города Уфа есть мобильные бригады по работе, и они имеют возможность уже адресно. В каждом районе, да, есть. И, соответственно, эта мобильная бригада имеет возможность уже точечно выйти на нужное место. То есть, ну, не ходить по дворам, скажем так, да, а уже точечно выходить на нужное место. Остановки в Инорсе, которые мы устанавливали, мы установили 20 остановок новых и 6 дооснастили. Все они оснащены камерой, также подключены к оптоволокну. Соответственно, картинка с них заведена тоже сюда, в эту систему. А в чем большой плюс этой системы? То есть раньше у нас есть, вернее, у Ульфата Мансуровича есть Центр обеспечения безопасности. Сотрудники правоохранительных органов в случае какого-то происшествия, они обращались в Центр общественной безопасности, соответственно, получали информацию оттуда. Сейчас мы имеем возможность нашим коллегам прямо на рабочее место, соответственно, поставить вот абсолютно аналогичный интерфейс. Вот. И коллеги уже там, ну, пройдя какое-то определенное обучение, несложное, могут уже сами, в общем-то, это все смотреть, мониторить, работать с архивом, там, условно говоря, добавлять лиц там в базу поиска и так далее. Вот. На самом деле весь микрорайон прям как на ладони, то есть видно и как утром убираются, и как мусор вывозят, и так далее, и так далее. В принципе, мы можем оснастить вот такими рабочими местами, ну, абсолютно всех, неограниченно, кто заинтересован. Нам нужно, в принципе, две вещи. Первое – это защищенный канал связи.
Это, в принципе, достаточно легко реализуется. И нужен более-менее мощный системный блок. То есть я, честно говоря, думал, что нам придется за огромные деньги покупать, чтобы вот это все работало и не тормозило. Но вот этот системный блок мы купили, он стоит 60 тысяч рублей. В принципе, относительно небольшие разумные деньги. Я считаю, что с вашим заданием мы относительно справились. Вот то, что вы носите, это хорошо. Мы сейчас же по вашему заданию, по вашему поручению, мы работаем, сейчас готовим Сипайлово микрорайон в Октябрьском районе. И еще дополнительно я попросил бы, у нас большие мероприятия проходят постоянно Ватан, парк Ватан, это Конгресс-холл и так далее. Да? В прошлом году вот на День города, Евразия, когда было, там более 50 тысяч народу было. Там вот недостаточно, наверное, коллеги тоже скажут, вот есть там необходимость. Обязательно нужен там система видеонаблюдения для нас и в целом для администрации. Поэтому необходимо в первую очередь. Это парк Ватан, как раз там у нас вопросов много. Так же, да? Ну, а сейчас пока, то есть у нас и Норс, вот вы сделали, и улица Ленина. Вот, мы можем, условно говоря, всю улицу Ленина на протяжении, мы понимаем, что там есть видеокамеры, и все фиксирует. Да. И в Норсе тоже. В Норсе сколько населения сейчас? В Норсе подходит только к 100 тысячам. 100 тысяч, да? Вам помогало это уже? Конечно. У нас вот за январь месяц только на 20% раскрытие преступлений увеличилось процент. То есть именно за счет... Да? Не только за счет, но в целом освещенность, значит, оснащение материально-техническое дело полиции Норс-1 у нас там. Людей туда добавили, наряды приблизили. То есть, все это в совокупности дает. Мы когда запустили, еще сотрудники полиции привыкли ходить в ЦОП, и в январе здесь фактически в день по несколько обращений было. Сейчас мы уже в ЦОБе поставили рабочие места, и они ходят то есть туда. Они уже там могут. Да. И, я не знаю, коллега подтвердит или нет, было преступление, по-моему, на Ленина, церковь там ограбили, по-моему. Серебро, золото из ящика вынесли. И если я не ошибаюсь, с помощью этой камеры нашли там номер машины. Путь отхода этих преступников и уже в Татарстане их задержали. Увидели номер машины, если не ошибаюсь, на камере. Потому что качество хорошее, в принципе, в ночное время, конечно, там есть вопросы, но когда есть более-менее освещенность, видно даже номера на машине. Ленина внизу церковь. Внизу это где-то около бульвара. Деревянная церковь. Да. Хорошо, понятно. То есть пока эта камера уже в ЦОП выведена, да? То есть вы там пользуетесь. И здесь, соответственно. А вы не начали вот такую работу? У вас же есть фотографии разыскиваемых преступников, чтобы им дали в базу, они вбили, и вы... Мы готовы. Сейчас мы же как раз этот вопрос обсуждаем. То есть техническая возможность такая есть. То есть мы официально разыскиваем преступника, это где-то у нас около 500 человек, плюс еще без вести пропавшие тоже такое же приблизительное количество. То есть 1000 человек мы готовы представить, то есть это есть такая возможность. Да, мы с коллегами общаемся. Тут есть небольшая сложность. У коллег есть свои внутренние регламенты. У МВД своя тоже внутренняя, как и у нас, своя внутренняя федеральная защищенная сеть. Поэтому нам здесь просто надо договориться, чтобы никто ничего не нарушил и чтобы это все правильно организовать. А технических проблем, в принципе, нет. Хорошо, обсудим это еще. Тогда, Рахарович, мы готовим тогда эти задания по Ватану. По Конгресс-холлу, Ватан, площадь, и по Сипайлову тоже. Мы, наверное, пересмотрим сейчас ситуацию с башкирскими двориками и комфортной средой. Я предлагаю вообще, вот мы неправильно, мне кажется, делаем. Мы подряд отдаем, допустим, какой-то маленькой бригаде, которая делает дворик. Она делает и асфальт, и мафы, и ставит видеокамеры. И потом мы все эту пеструю компанию собираем. А лучше сделать один большой лот и отдать какой-то крупной фирме, которая нам накрывает вновь появившиеся дворики, места общественные, и пусть занимается. Понимаете? И интегрируется, да. И все, и потом сразу. То есть уже тех задания строятся таким образом. Потому что вот он правильно говорит, там и камера непонятная, там и, соответственно, сети нету. Я уж не говорю вообще разрешенно. Мне показывали дворы, где камеры поставили, но они никуда не выходят. Рафик Фаридович, мы же и предлагали, письмо на вас с Ульфатом Мансуровичем писали, мы предлагали в рамках программы «Башкирские дворики» сделать отдельную подпрограмму именно у МинЖКХ. Потому что мы бы сделали... должен заниматься ЖКХ.
А это должен заниматься специализированные, сильные, интеллектуально развитые такие фирмы. Вот это пересмотрим, наверное, если сейчас, я полагаю, сейчас успеем. Потому что это, знаете, потом начинается вот это все такое взрослое. Да. Понятно? Хорошо. Радик Федорович, есть перспектива пересмотра программы «Башкирские дворики»? Нет, такой перспективы нет, никто ее не пересмотрит. Я имею в виду, мы только внесем Модернизировать. изменения. Подумаем, насколько это возможно, чтобы вот как раз все связано с видеонаблюдением и безопасностью выполняли все-таки специализированные фирмы, а не те подрядчики, которые кладут асфальт и делают мафы и так далее. Еще вопрос, куда стекается информация, даже если камеры подключены к «Башкирским дворикам», куда стекается, где хранится и сколько сейчас? Она сейчас стекается, она опять же по-разному. Скорее всего, управляющей компании? Скорее всего, она вообще не хранится где-то, допускаю. Но стекается она в ЦОП, Центр общественной безопасности Уфы, если про Уфу говорить. Вот. Везде по-разному. Надо этим просто сейчас, вот для этого и занимаемся, надо все это систематизировать. Заботимся о безопасности. Конечно. Спасибо. Новый участковый пункт полиции по улице Ферина в Уфе открыли в микрорайоне Инорс осенью 2019 года. Глава Башкортостана Ради Хабиров уже был в этом жилом комплексе, но несколькими месяцами раньше. Тогда криминогенная обстановка в Инорсе была достаточно сложной, и глава региона поручил сделать все, чтобы здесь было спокойно и безопасно. Да, вот наш участковый пункт полиции, который при вашем содействии, Ради Хабирович, был открыт. То есть новое функциональное помещение. Площадь составляет... На данном административном участке с августа месяца у нас было зарегистрировано 106 преступлений, из них процент раскрываемости составил 60%. То есть практически все преступления, да. 773 камеры были установлены по плану программы безопасности Инорса. Также по итогам 2019 года мы сократили количество зарегистрированных преступлений на минус 125 по сравнению с аналогичным периодом прошлого 2018 года. По общественным местам, по улицам, то есть профилактическую работу проводили. Тоже у нас большое снижение по сравнению с 2018 годом. И процент раскрываемости мы тоже увеличили по сравнению с 2018 годом. То есть работу проводим, выполняем поставленные задачи. А вот количество преступлений и правонарушений вот, в общественных местах уменьшилось? Так точно, да? Уменьшилось, так да? точно, да. На 25%. Значит, существенно? За итогом, конечно, существенно. Да, и самое Че- лучшее на всего четверть. в городе, 60%. Серьезно? Да, лучше всех, выше всех. Из 11 отделов полиции самая высокая раскрываемость 60%. Население административного участка составляет 13 тысяч человек, из них с несовершеннолетних 3 тысячи, здесь находятся 2 школы, 2 детских садика, то есть полностью не обслуживают, свой административный участок знает. И вот торговый центр «Акварин», который открылся в декабре месяце, тоже, соответственно, сотрудники там уже взаимодействие организовали со службой безопасности, то есть пресекают правонарушения. Ну, конечно, вот здесь условия хорошие, да? Да, Да. хороший ремонт сделали, все было. Условия есть для работы, для отдыха, то есть комната приема пищи, комната отдыха, где то есть сотрудники принимают. Прием граждан тоже они здесь осуществляют. Соседние комнаты. А с Центр общественной безопасности? Ну, разные вопросы, касающиеся по нашей Сосед буянит там, Ну, да. Такое, да? машину туда поставим. Ну, Ну, то есть это, есть чем всякие заниматься. есть, да, всякие. Таких у нас серьезных преступлений здесь на административном участке не происходит, потому что район новый. В основном здесь молодежь, не грубо говоря, а молодежь проживает. То есть граждане до 40, до 45 лет. Которые работают. Так точно, они, да, у которые них работают, Есть чем то есть- заняться, да. Вот так будем, Антон Федорович. Мы будем только очень рад. Команда прошла по территориальным органам. Мы сейчас ждем, будем собирать все это, обобщать и уже как бы это, какую-то программу намечать по ремонту, по Потому замене. что все-таки вот когда полиция близка к людям, вот так вот, да, что человеку всегда есть возможность постучаться, это очень Ну, конечно, это же приятно человеку подойти. Второе помещение, которое Это здесь наше уже. Центр общественной безопасности. А здесь Это центр общественной безопасности. Мы исходим из того, как было в свое время закреплено за службу участковых полномоченных по количеству населения. Так мы примерно к этому и стремимся наших сотрудников распределять в таком же виде и направлении. На данном участке у нас закреплено 5 человек. Это, значит, инспектора по общей профилактике и 1 инспектор по делам несовершеннолетних. Вот. Поэтому мы здесь активно работаем с
полицией по всем вопросам. Взаимодействие очень нормальное. У нас в городе 80 помещений вот для Центра общественной безопасности. Ну, И это такого такое. рода, да? И 68 мы совместно с полицией работаем. Вот там небольшая разница. Нам очень хорошо помогает и глава города в плане того, чтобы косметический ремонт проводить, другие виды и обеспечение. В этом плане у нас как бы есть полное взаимопонимание и поддержка со всех сторон. А вот подростки, какие проблемы у подростков вы видите? Ну, главной задачей является профилактика правонарушений несовершеннолетних детей. Работаем, проводятся профилактические мероприятия детей, стоящих на различных видах учета. Это школьный учет в образовательных учреждениях или на учете в полиции. То есть это уже совместно. Наркотики распространяют? Такого не было. Такого нет, вот, да. Нет, с детьми еще так Нет. это не такой, не в таком объеме, как в основном взрослые там уже как бы 20 А лет. вот эта идеология АОЕ, Вот, слышали? да, сейчас идет работа. Вы смотрите, да, что нам нельзя этого допустить? Проводятся лекции в образовательных учреждениях. Совместно. У нас этой проблемы особо не существует. Она, знаете, вот я... Она больше из Забайкалья, оттуда же Она же пришла. оттуда, да, но она уже по России пошла, и нам нельзя пускать сюда. Слушайте, в Татарстане рядом этого полно, в Казани этого полно, поэтому с этим надо очень аккуратно. Вот чем хорошо, вот у нас каждый инспектор закреплен за общеобразовательным учреждением. И мы начинаем работу каждый день оттуда. Потому что те лица, которые у нас в целом по городу, 623 человека состоят на внутришкольных учетах. И где-то 500 с лишним на учетах в полиции. И вот здесь взаимодействие полиции и мы как бы дополняем друг друга. Чем больше мы контактируем, тем, естественно, у нас на виду. И вот это как бы профилактика, она дает положительный результат. А вы с скольки до скольки работаете, получается? Мы с 9 до 6. С 9 до 6. Да, приемные дни у нас есть, это понедельник, среда и пятница. Это с 11 до 20 часов. Ну то, что вы вместе находитесь, вот участок полиции, там участкового, и вы вместе, ну это результативно так же? Да, конечно, да. Мы оказываем содействие, они нам оказывают содействие в работе, поэтому... Мы за 2019 год в целом по городу Уфе исполнили таких заявлений около 5000. За нарушение тишины и покоя тоже около 5000. Это 10 тысяч заявлений. Тут однозначно без участкового было бы сложнее. Конечно. Потому что сами знаете, какой контингент по этим заявлениям. Вот. Поэтому вот этот вот симбиоз, он дает только плюсы. До свидания. Рафаэль Фаридович, простите, а почему Инорсу такое внимание? Ну просто оно родилось на базе, я посмотрел статистику преступлений. Это в прошлом году еще? Да, здесь был высокий процент именно уличной и общественной преступности. Вот мы просто проэкспериментировали, если мы навалим всем миром, можем на четверть и все. Ну, помогли ведь и здания, и техника. Да, и коллеги помогли. Надеемся озеро сделать, и здесь будет зона отдыха своя. С городом договорились, мы делаем дорожки, скамейки освещения, спортивные велосипедные вещи и передаем. Они там начиняют кафе-мафе. Там уже лодочный бизнес придет какой-то, пусть занимается. А так, сколько у тебя? Порядка 600, 420 тысяч. 420 тысяч квадратных метров. Ну, сегодня мы с Виталием Викторовичем готовим вот Сипайлова. Давайте они должны быть заказчиками, они лучше знают, где как бы Сипайлово тоже, там же такой муравейник, да, вот чтобы накрыть, все Сипайлово камеры можно. Кто в Сипайлово зашел, вышел, вы должны все понимать и так далее. Вот, и потом дальше заказ сделать и будем. Но самое главное... Надо на республику все. Потихоньку. Конечно, нет, это же опыт, мы же он уже показал, вот надо вот цепи глав подтянуть, чтобы они это вопрос. Подтяну. Самое главное, чтобы мы сейчас по глупости не наворочили дел, что навтыкаем везде камеры, а единой системы управления не будет, и они... Ну это да. Есть люди, которые могут нам спокойно в этом помочь. Да. И вот, Рафаэль Фаридович, по социально-профилактическим центрам, вот вы видите, вот есть хороший симбиоз, как говорят, работает. В свое время потеряли в республике эту систему. Сейчас это вот в Уфе сохранилось. На республику надо тоже потихонечку. Мы же договорились, там 4 пункта. Все пункты мы отработаем. Все есть, спасибо большое.
Поэтому... У меня задача какая? Вот я отвечаю за общественное все-таки. Вот мне, чтобы на улицах было спокойно, в общественных местах. Вот. Ну, в этом плане, вот я говорю, даже живой пример, 25% снижения вот за 2019 год на улицах. Я уже не говорю там про остальное. Вот именно вот мне вот это очень волнует. улицы, общественные места, 25% снижения. Чтобы люди, дети могли спокойно на улице ходить. Да? Ну, вот, это Ну и вот будем жители же добиваться. говорят, намного стало спокойнее. Это же вот, это мы можем говорить там своих как бы оценку давать, а люди-то они все видят, они же объективно дают картину. Ну ладно, дай бог. Всего доброго, до свидания.